Якутский республиканский онкодиспансер начал свою деятельность в 1950 году. И если в начале своего пути медицинское учреждение базировалось в деревянном здании на 20 койко-мест, то на сегодняшний день специализированные учреждения ведут свою работу в нескольких зданиях. Наша служба и наш диспансер сделали очень серьезный прорыв в развитии. И это стало возможным благодаря именно Айсену Сергеевичу, когда в 2018 году, буквально только после назначения, через 2 недели он пришел к нам на обход в старое здание в неприспособленном помещении, без лифтов, с узкими коридорами. И буквально через месяц-полтора мы переехали в новое просторное отделение, где расположились. И вот именно с этого момента началось очень бурное развитие, открылось много новых отделений. В течение 70 лет у онкологического диспансера не было собственного большого здания. И уже осенью этого года в эксплуатацию будет введен новый современный онкоцентр. В здании разместится поликлиника на 210 посещений в смену, операционные и палаты интенсивной терапии, а также стационар на 180 коек. Также в медицинское учреждение будет установлено современное оборудование, которым уже активно пользуются якутские врачи. Отметим, что в этом году благодаря новым методам лечения показатель выздоровевших пациентов увеличился на 17%. Конечно же, процент выздоровевших пациентов увеличился. Увеличилось количество пациентов, которые выставлен диагноз на более ранней стадии, который повлечет за собой также увеличение продолжительности жизни этих пациентов. Благодаря приобретению современного оборудования, которое в настоящее время в нашем онкоцентре находится, конечно же, и сроки нахождения пациентов в отделении уменьшились, и послеоперационная реабилитация их гораздо лучше сейчас стала. Особое внимание руководство республики уделяет не только увеличению количества кадров, но и качеству подготовки специалистов. Врачи онкодиспансера проходят курсы по повышению квалификации, что позволяет внедрить новые методы лечения онкологии. Четко мы начали очень хорошо отрабатывать по командировкам в Национальный институт онкологии нашей Российской Федерации. Да. Более того, при поддержке именно Айсена Сергеевича Николаева мы ездили американский, да, вот, например, институт МД Андерсона онкологии, большущий центр, мы там проходили стажировку. Да. Тут же мы выезжали в Японию, да, Национальный институт рака, там стажировка была по именно лапароскопической хирургии. Эту методику мы освоили и внедрили у нас в онкодиспансере. После открытия кардиососудистого центра онкологический центр станет вторым крупным объектом здравоохранения, сданным в республике за последнее время, что позволит Якутии удержать лидирующие позиции на Дальнем Востоке. На сегодняшний день центр готов более чем на 85%. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск.